И так буквально каждый день, но сегодня это только учение. По легенде, в Назрановском районе возникло ЧП. На пульт дежурного поступает сигнал о мобилизации отряда спецназначения. После принятия вызова у бойцов ОМОНа есть 10 минут на выезд к месту происшествия. На сборы ребята потратили 4 минуты. Полностью снарядившись в бронежилеты и специальные тактические шлемы, группа выдвигается к сборному пункту. Самое время получить оружие. В арсенале бойца ОМОН автомат Калашникова, пистолеты, 2 обоймы по 12 патронов. Здесь нет места слабым или нерешительным. Работа бойца отряда мобильного назначения очень опасна. Действия всех членов команды распределены, каждый выполняет свою задачу. Работа дежурных частей, от которой многое зависит, 50% успеха подразделения в правильном получении сигнала, его обработке, передаче информации. В общем, если сказать, это как бы сердце подразделения, откуда мы получаем информацию и дальше действуем. От их слаженности работы зависит наш результат. Начальники смен, оперативные дежурные и их помощники собирают и обрабатывают оперативную информацию, доводят ее до руководящего состава. От компетентности и быстрого реагирования подразделения зависит скорость прохождения информации, в том числе по преступлениям и происшествиям. Работа здесь требует ответственности и особого внимания. По моему мнению, она сложна тем, что большой объем информации, поступающий в дежурную часть, должен быть обработан и должно быть принято правильное решение. Поэтому вот она этим сложна. Постоянно надо все держать под контролем, работа должна быть организована. Все идет через дежурную часть. 1 августа прошел праздник дежурных подразделений Росгвардии. В Ингушетии это ведомство функционирует уже 5 лет. За это время усилиями подразделения успешно выполнены сотни спецопераций. Руководство ОМОН Росгвардии поздравило всех сотрудников дежурных подразделений с профессиональным праздником. Хочу поздравить всех дежурных служб управления Росгвардии по Республике Ингушетии. Счастья, здоровья, благополучия, семейного положения. В лице руководства отряда поздравить нашу группу оперативного реагирования, чтобы они в дальнейшем также бдительно, грамотно, качественно несли свою службу на благо нашей Родине. Подобные учения проводят здесь регулярно. Благодаря ежедневным отработкам ингушский ОМОН по эффективности считается одним из лучших в стране. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.